Какие у вас сейчас в целом точки роста? Чем больше о нашем проекте узнают, тем больше поток гостей. Скажите, вот бизнес как-то изменил вашу жизнь? То есть я знаю, что с мая по конец сентября мне нужно быть в Владивостоке. Сейчас коммерческим аккаунтом Dinner Outside занимаетесь только вы. Ни одной накрутки я не делала никогда. Вся эта организация, это нелегко. Это нужно учесть каждую деталь, чтобы удивить гостя. Основная идея — открыть людям ту или иную страну с воды. То есть это те места, куда ты на машине, на самолете не попадешь. Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях Оксана Беляева, сооснователь, владелец бренда Dinner Outside и многих других интересных проектов, про которые мы сегодня поговорим. Сегодня поговорим в целом про яхтинг, про морские прогулки, в целом про жизнь, про гедонистов и много всего интересного. Оксана, здравствуйте. Алена, добрый день. Оксана, расскажите в целом про ваш путь, как вы выбрали такое направление, с чем связано, это больше была ваша мечта, случайность, и как вы в целом попали в это направление, в эту нишу? Около 10 лет назад я начала заниматься маркетингом, и ко мне обратился мужчина, Александр, если вы меня сейчас смотрите, вам привет. Владелец небольшой парусной яхты «Венеция», и предложил мне продвигать его услугу обучения яхтингу по стандартам IYT. Он на этой яхте также проводил какие-то корпоративные мероприятия и сдавал ее в аренду для отдыха. На тот момент у меня не было потребности в новом проекте, но я все-таки попыталась вникнуть в эту тему, поняла, насколько она обширная, и все-таки отказалась за неимением времени. Но у меня возникла идея собрать друзей, грубо говоря, скинуться на аренду яхты. Мы вышли в море все вместе в первый раз на ней. И все это форсили в «Инстаграм», выкладывали на «Фейсбук», и пошли запросы от, моих подписчиков, приятелей, знакомых. А что, давайте, может быть, еще раз соберемся, когда в следующий раз, мы тоже хотим. И тогда, в принципе, я поняла, что есть такой запрос у людей. Это стало отправной точкой, в принципе. Я создала аккаунт, он до сих пор, кстати, существует, Weekend Well. И там выкладывала анонсы предстоящих выходов, отслеживала погоду и собирала компании людей. Мы выходили в море. Вот. Где-то на пару сезонов меня, по-моему, хватило. И я уже, если честно, не помню, почему я перестала этим заниматься. Мне кажется, остальная моя деятельность вытеснила как-то этот проект, Мгм. и все. А что касается Dinner Outside, вот то, чем сейчас мы занимаемся, здесь история более интересная, вообще одна из моих любимых в моей жизни. Я проходила марафон Елены Блиновской и Анны Калантерной совместный. И если Елена там отвечала за какую-то энергию исполнения желаний, то Анна, она была таким коучем именно вот по финансам. И у нас было задание вообразить себе сумму, которую участники хотят зарабатывать, точнее. За месяц у меня на тот момент это, по-моему, было что-то порядка 250 тысяч. Это было 7 лет назад. Вот. И от этой суммы нужно было с конца убрать нолик, то условно получилось 20 тысяч. И эту сумму нужно было заработать, по-моему, там за 2 или 3 недели непривычным способом. И меня это, значит, так воодушевило, так вдохновило. Я начала писать, а, то писать разные способы, чем бы я могла заработать. То есть, может быть, там собак выгуливать, я не знаю, с чужими детьми сидеть, родственниками и так далее. И меня настолько вдохновило это задание, я придумала десятки вариантов заработка, выгул собак, сиделкой планировала пойти работать. И я пропадала в «Пинтересте» частенько. В «Инстаграме» еще не было сторис и рилсов. Скроллила «Пинтерест», и мне попалась фотография, где под деревом так стоял стол, фонарики, значит, намотаны на ствол, на веточки. И уже за столом гостей нет, то есть видно, что трапеза уже закончилась, там посуда грязная, какие-то покусанные овощи лежат. И у меня как-то так, что называется, щелкнуло-ёкнуло, и я решила, что я хочу сделать такое мероприятие. Вот эта эстетика мне очень близка в целом. На тот момент я работала пиарщиком джаз-бара «Синкопа»,
И далеко ходить не надо. Я звоню, значит, Софии Ахаян, говорю: "Сонечка, давай, может быть, сделаем такое мероприятие с музыкой, с нашими музыкантами прекрасными, с нашей кухней. Поедем куда-нибудь на природу". Соня мне вежливо отказала, потому что были другие приоритеты у бара. Нужно было как-то музыкальное направление развивать больше именно внутри. И на, ну, и на другие мероприятия времени, в общем, не было. Я пошла дальше с надеждой к своему другу и партнеру нынешнему, Никите. Он тогда управлял рестораном "Виноваты звезды", и, я ему рассказала свою идею, он ее поддержал. И, собственно, мы приступили к поиску места. Команда у нас была, считай, собрана от ресторана: официанты, повара, меню мы накидали достаточно быстро. И я пригласила, Юрия Логачева, музыканта, играть синкопы к нам на саксофоне. Тот самый первый ужин мы провели, в загородном клубе "Сказки" на полянке возле моря. Тогда только наши друзья взяли в управление эту территорию и тоже нас очень сильно в этом поддержали. Билеты мы продали буквально там за 2 часа среди моих подписчиков. И, конечно, это было очень красиво, потрясающе, великолепно, удивительно, фантастически. До сих пор это, наверное, мое любимое мероприятие. Вот с чего все начиналось. И буквально через несколько дней с нами связались с "Катамараном Маргарита", увидели это все в "Инстаграме", наше мероприятие, и предложили встретиться, обсудить совместный формат, уже на борту. Вот. И как-то все пошло-поехало. То есть без вложений, на базе ресторана мы начали этот проект, собственно, делать. Здесь большую роль, сыграла база гостей, бара "Виноваты звезды", мой социальный капитал, поддержка друзей. Мы зашли без бюджетов, но с идеей, заново влюблять в Владивосток местных жителей, знакомить с этой стороны, с городом, туристов, делать просто красиво, вкусно, эстетично. Поддержка была колоссальная от друзей. Люди хотели делиться этой эстетикой, в "Инстаграме", словесно, как-то о нас рассказывали, за что всем большое спасибо. Ваш партнер, это, получается, Никита, ваш лучший друг, и вы сейчас до сих пор, уже сколько лет прошло, вместе продолжаете вести этот проект. Да, да, 7, ну, вот это будет 7-й сезон. Это, получается, в этом бизнесе есть же сезонность, получается, только летний сезон, верно? Да, сезон у нас стартует с мая и заканчивается в конце сентября. Сейчас, так как климат меняется ощутимо по сравнению с первым годом или со вторым, в прошлом году мы ходили до середины октября. Я, кстати, никогда не была у вас, на морских прогулках. Очень хочу попробовать в этом сезоне. Приходите. Да, я все время смотрю отметки в "Инстаграме" у людей, кто к вам, приходит, поэтому, конечно, с удовольствием бы сходила. Расскажите в целом вот про проект, как вы продумываете программы? Как это правильно называется? Не пути, а выходы, да, в море. Как строятся маршруты? Вот очень интересно послушать именно вот в этом направлении. У нас есть несколько форматов. Изначально был всего один. Это наша визитная карточка. Это ужин с живой музыкой, с вином. Либо сомелье ведет дегустацию, знакомит, с винами гостей, либо экскурсовод, рассказывает об истории нашего города. Позже мы уже стали делать более доступные варианты. Это прогулка с фуршетом или, просто прогулка с вином. Гости могут принести свои закуски. И, конечно, большой популярностью где-то с июля по август пользуются дневные выходы на целый день. На острова мы куда-то ходим. Что касается маршрута, здесь, также зависит от формата. Если это дневной выход, мы идем куда-то на Рикарда, либо на Рейники, на остров Шкота. А если это ужин и экскурсионная программа, то, конечно, здесь хочется показать наши мосты. Мы идем от Змеинки, в Аякс, из Аякса идем к маяку, заходим в Золотой Рог, там проводим некоторое время и идем обратно на место стоянки на Змеинку. А с точки зрения в целом самого бизнеса, есть ли какие-то сложности с точки зрения там безопасности, логистики, вот эти внутренние моменты? Но безопасность, конечно, превыше всего. Перед каждым выходом капитан проводит технику безопасности для гостей, и мы в процессе, также следим за поведением, так сказать.
Вот, у нас отработана тактика "человек за бортом". Вот первая помощь пострадавшему от столкновения с водной поверхностью. Но пока таких случаев, к счастью, не было. Вот. Что касается логистики, не могу сказать, что есть какие-то сложности. Просто есть задачи, которые нужно выполнять. Мы не только кейтерингом на яхтах занимаемся, но еще и по Приморью сопровождаем с нашей кухней гостей, в основном из центральной части России. Вот, там уже Никита бронирует, трансферы для команды, грузовики для посуды, для оборудования, и строит маршруты. У него это все выверено по минутам, пока для меня это непостижимо. Вот, то есть, что касается логистики, этим занимается именно он. А были ли какие-то сложности вот на старте, когда запускали проект? Не могу сказать, что на старте были какие-то сложности. Моя психика уже вытеснила как-то это все. Единственное, что когда "Виноваты звезды" закрыли, я помню, нам нужно было как-то быстро оптимизировать, закупки, продуктов, вина, то есть чтобы у нас не взлетели стоимости на билеты, потому что на базе ресторана, конечно, это все делать гораздо дешевле. Через поставщиков что-то заказывать. Вот. Также острый встал вопрос, мытья посуды, которую мы просто после выходов привозили в ресторан, и посудница этим занималась. Тогда, приходилось, конечно, мне мыть посуду после выхода. На катамаране мы это все делали. Вот, и до, и после, чтобы чисто-начисто. Основная сложность для меня — это удерживать команду, за счет сезонности. К счастью, уже третий год у нас одни и те же повара и официанты, но вот с менеджером, к сожалению, не получается выстроить такие долгосрочные отношения, потому что девчонки уходят на какую-то постоянную работу. Вот, поэтому сейчас мы в поисках менеджера снова. Поэтому присылайте свои заявочки, пожалуйста, мне на почту. Оксан, как вы выстраиваете отношения с подрядчиками? Я так понимаю, у вас повара, музыканты или это ваши штатные специалисты? Повара, музыканты, да, уже мы с ними работаем не первый год, повторюсь. Музыканты — это в основном, из Синкопы, те, кто выступает там, то есть знакомство с того времени. Флот у нас формировался разными способами, в том числе мы ходили по яхт-клубам и узнавали у людей на борту контакты для бронирования яхт. Яхта у вас одна своя у партнёра или постоянно разные? На Dinner Outside конкретно мы работаем с 2 судами. Это катамаран "Маргарита" и яхта "Феникс", в зависимости от формата. То есть может в один день выйти сразу 2 выхода, 2 М. команды, может 3. Я очень сильно люблю договариваться с людьми. Это для меня как вид спорта. Важно понимать, чем ты этому человеку можешь быть полезен, до него это донести. И пока у меня не было каких-то сложностей с коммуникацией. Многие, кстати, владельцы либо менеджеры чартерных компаний сами на нас выходят, потому что уже репутация идет впереди нас, то есть что мы чистоплотные, что у нас адекватные гости, и это тоже дает нам базу для флота. Оксан, вы сказали, что у вас еще есть, гости, которые приезжают к вам непосредственно с центральной части России. Откуда они о вас узнают и кто ваша в целом целевая аудитория? Я люблю говорить, что наша целевая аудитория — это вообще все гедонисты, люди, которые любят жизнь, которые ценят момент. Сарафанное радио очень хорошо работает, и социальные сети стараемся развивать. Я сама веду аккаунт. Был опыт наемного сотрудника на СММ, но Неудачный. я, ну, не то что неудачно, я просто могу это делать сама. Вот, поэтому мы пришли в контенте к тому, что просто делаем нарезку красивых кадров, видео и выкладываем, и они чаще всего залетают, потому что гости хотят этим делиться, наши подписчики. Вот. Также у нас был опыт сотрудничества с V7. Очень сильно хочется, чтобы и Aviasales нас заметили. Вот. Я надеюсь, что скоро у нас закончится эта вакханалия с интернетом, и мы сможем дышать полной грудью. Бывали случаи, когда гости приезжали к нам и рассказывали истории о том, что они услышали о нас просто за соседним столиком где-то в Якутске или в Новосибирске. И просто подходили и спрашивали: "Вот мы летим в Владивосток, посоветуйте, куда там сходить". И у меня также я жила
3 года в Москве. Там развивала тоже проект ужинов. И оттуда у меня тоже много друзей, гостей, кто приезжает в Владивосток. Я всегда с воодушевлением рассказываю, продаю, так сказать, наш город, популяризирую. Ну и, конечно, лучше всего продает погода, она лучший маркетолог. Но хочу отметить, что не стоит бояться туманных выходов. Они обладают какой-то особой магией, как-то откровеннее гости себя ведут, что ли. Разговоры более такие теплые, потому что на солнышке гости рассредоточены обычно по палубе, а в туманные выходы все за одним столом сидят, как-то знакомятся. Вот. Поэтому туманные выходы я обожаю. Приходите в любую погоду к нам. Конечно, во время тайфунов мы не выходим в море. В таких случаях, если выход выпадает в сильный ветер, в шторм, мы возвращаем полностью деньги гостям, либо переносим предоплату на удобную им дату. Вот, то есть у нас нет здесь цели выгнать в море, чтобы яхта там пополам на волнах разломалась, но мы заработали денег. Оксан, как вы думаете, вот, успех, вашего проекта, с ним связан ваш личный бренд? В том числе, да, безусловно. Многие гости узнавали именно из моего аккаунта о том, чем я занимаюсь. И аккаунт, собственно, проекта Dinner Outside мы создали, мне кажется, там через месяца 2. То есть я первоначально продавала именно вот через свои соцсети, и иногда мы выкидывали в аккаунт бара "Виноваты звезды" в сторис. То есть по факту весь входящий трафик от вас идет. Шел По и большому счету, да, продолжает. можно так сказать. Сейчас коммерческим аккаунтом Dinner Outside занимаетесь только вы. Да. А он у вас растет за счет органического трафика или вы тоже делаете коллаборации с блогерами, партнерские программы? Это все у нас подписчики органические. Ни одной накрутки я не делала никогда. Я вообще очень боюсь, формата накруток, что это угробит аккаунт. Мы проводили разные конкурсы, сотрудничали с инфлюенсерами, местными и с тревел-блогерами. Я много на кого подписана, отслеживаю, когда к нам кто-то прилетает, всегда приглашаю. Я очень сильно люблю коллаборации. Мне кажется, я в прошлой жизни была коллаборацией. Для меня такой вид коммуникации очень понятен. Маркетинг без бюджета — это вообще моё любимое. Я надеюсь, что в этом сезоне удастся посотрудничать с большим количеством ресторанов, проектов. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи по взаимодействию с нами, напишите нам, пожалуйста. Конечно, приходится иногда отказывать, ребятам, у которых мало подписчиков, либо я понимаю, что я, ну, никак не могу их внедрить, мы никак с ними не можем соприкоснуться. Вот. Есть несколько партнеров, с которыми мы уже также не первый год. Это "Вспышка", например, которые делают нам десерты, либо цветочный супермаркет "Красми", который отвечает за цветочное оформление стола и наших мероприятий. Мне кажется, что за коллаборациями вообще будущее, и особенно сейчас, в такое сложное для бизнеса время, нам нужно объединяться, сотрудничать разными способами. Какие у вас сейчас в целом точки роста и зарабатываете вы как компания за счет объема или все-таки за счет высокого чека? Здесь точно не про высокий чек, потому что мы хотим все таки создавать доступный продукт и повышаем мы стоимость за счет того, что растут цены на продукты, на алкоголь, на аренду яхт. В общем, инфляция здесь нас не щадит. Не могу сказать, что с одного выхода мы зарабатываем больше. То есть здесь, да, речь идет об объеме. Чем больше о нашем проекте узнают, тем больше поток гостей. И если в первом сезоне мы делали один выход в неделю, может быть, или раз в 2 недели, то сейчас мы делаем 2 или 3 выхода в неделю. Вот. Надеюсь, в этом сезоне будет побольше, и погода нас не подведет. Но сейчас, кстати, люди стали более лояльно относиться к погоде. Мы всегда стараемся тучки обойти, уйти куда-то в безветренную сторону. Вот. И часто я очень хорошо разбираюсь в погодных условиях, умею читать это все. И если я говорю, что в 20 часов дождь кончится, значит, в 20 часов дождь кончится. Чаще всего так и происходит. И тогда все люди, которые доверились нам, доверили нам свои деньги, вознаграждаются шикарным закатом. На прошлой неделе буквально мы сидели, просчитывали стоимость билетов на разные форматы. У меня есть прекрасная новость. Пока нам удается удерживать стоимость прошлого года, даже несмотря на то, что мы и членам нашей команды подняли зарплату,
для того, чтобы им было на что кормить свои семьи в сложившейся политической и экономической ситуации. Также у нас есть опция приобрести сертификаты перед большими праздниками какими-то, Новый год, 8 марта, 14 февраля. Мы даем скидку на сертификаты 30%. То есть можно купить за 10 тысяч вместо 15 и использовать в любую дату сезона. И в этом году это специальное предложение очень большой отклик получило, чему мы очень рады. Я очень сильно хочу делать вечеринки. Вечеринки на яхтах. У меня был такой опыт, когда я жила и работала в этой сфере в Дубае. Кстати, вы можете снять у нас яхту в Дубае по приятной стоимости с моей агентской скидкой. Обращайтесь. Там уже все спокойно. И мы проводили вечеринки на яхтах, на закате. Все потрясающе проходило. Хочу такой продукт вести. Я бы хотела организовывать ужины не только на море, но и где-то в поле, на русском острове, имиджевые для каких-то проектов. Вот. И еще хочется потихонечку, мы сейчас уже это делаем, уходить в туризм. Моя, наверное, большая мечта, с вами поделюсь, организовать, знаете, как блогеры, когда ездят в Антарктиду от Мгм. какого-то бренда одежды, например. Вот я очень люблю Финфлеер. Вот у меня сегодня Total Look Финфлеер, и их концепция очень мне откликается. И я бы хотела сделать экспедицию для этого бренда. Ну, либо для какого-то другого. North Face, например. Круто. Я бы поехала в такую экспедицию. Ну, очень много планов, на самом деле, можно развивать куда угодно, вертикально, горизонтально. Хотелось бы, конечно, чтобы это было полезно, то есть не только выпить вина, поесть, хотя я считаю, что гастрономия тоже это как такая учебная деятельность. Вот. Как вообще рождаются эти форматы, да, возвращаясь к вашему вопросу? Я думаю, что я бы хотела сама, куда бы я сама хотела пойти. То есть здесь я не отталкиваюсь от того, что хотят гости, а я вкладываю энергию вот именно в эту идею того, что хочу я. Я делаю то, что мне нравится. Если я хочу, например, узнать про город больше, то я приглашаю экскурсовода и сама там стою в краешке, слушаю. Если я хочу узнать больше про искусство, то я приглашаю искусствоведа, и он рассказывает про какие-то морские пейзажи в рамках ужина. Вот. То есть хотелось бы чуть-чуть еще обучения добавить. Прям на выезде, да? Да, возможно, приглашать спикеров каких-то. Мы даже, помню, йогу делали на катамаране. Владелец катамарана Константин, он нас очень сильно на старте поддерживал, вообще всегда вникал, как-то докручивал наши идеи, за что ему большое спасибо. Вот, его, к сожалению, уже нет с нами, но он всегда у нас вот здесь. Оксана, расскажите, вот бизнес как-то изменил вашу жизнь, ваши эмоции, ощущения, мышление, ценности? Да, безусловно, я подмечаю, что я очень сильно сама поменялась, как-то проработала смирение в себе. Ну и плюс, когда с таким большим количеством людей соприкасаешься, я очень люблю с гостями общаться, узнавать их истории. Все равно так или иначе какие-то новые смыслы, в том числе гости, привносят в проект, и я их оттуда беру. Сезонность, ну то есть так как это стало моей основной работой, сезонность перенеслась в том числе и на личную жизнь. То есть я знаю, что с мая по конец сентября мне нужно быть в Владивостоке обязательно. И у моих друзей единственный шанс меня увидеть — это прийти, на яхту. А уже остаток года я распределяю между, проектом кейтеринга и проектом путешествий под парусом в других странах. Вот сейчас его развиваю. Учусь, чему-то новому, отсыпаюсь, восстанавливаю свое здоровье. Вот. А есть ли какое-то выгорание? Вот все на самом деле в Инстаграме выглядит очень красиво. Красивая картинка, все воздушно, красиво. Не только на вашем личном аккаунте, но и на коммерческом. Есть ли у вас какие-то такие этапы депрессивные, так скажем? Выгорание в привычном понимании я это не могу назвать. Скорее, это физическая усталость, и нейроресурс все-таки у нас не безграничный. Восполняем мы это в том числе походом на наши мероприятия. Мы любим побыть гостями, а другие гости даже не знают, что мы вот организаторы, то есть мы настолько с ними сливаемся и классно проводим время. А, Прежде всего страдают ноги, страдает спина,
потому что много времени проводишь босиком на палубе. И в целом это решается массажем, продолжительным сном. Октябрь у меня месяц. Восстановление? Октябрь, Мгм. весь октябрь я сплю обычно. Вот. Либо мы выезжаем на природу без связи, тоже проводим время, наполняемся. Но мне повезло, я получаю колоссальное удовольствие от своей работы. Ни разу у меня не было момента, когда я бы хотела это бросить, несмотря на усталость. Бывало такое, что я настолько уставала, что, знаете, как вот после выхода меня Никита привозит к подъезду. Я вот так сажусь на лавочку, там с какими-то своими вещами, так просто сижу, смотрю в небо, такая: "Спасибо, так классно, что я этим занимаюсь". Один раз я телефон оставила на лавочке на всю ночь. Просто вышла в 7 утра, он там лежит. Просто забыла, он мне был не нужен уже на тот момент. То есть усталость была такая сильная. Вот. Но я очень много энергии вкладываю, и там же ее и получаю. То есть, это такой бесконечный цикл. То есть ты где отдал, там и взял. В том числе из-за того, что я имею способность, как-то переключиться с рабочих моментов на созерцание пейзажей. Вот, и как-то у меня это все гармонично происходит. Любимый момент любого мероприятия — это когда гости заходят, видят результат наших стараний, когда вот эта вся подготовка обретает смысл. И на первые 20 минут можно отпустить контроль, просто с ними пообщаться, узнать, как у них дела. Вообще очень приятно, что многие гости уже сделали семейной традицией из года в год приходить к нам и заказывать наш кейтеринг на свои другие мероприятия, там, на свадьбы, на дни рождения. Это очень ценно. Благодарю вас за доверие. И заряжает сама мысль, что у нас есть привилегия как-то разнообразить жизнь людей, сделать ее лучше и сделать их счастливее. Вот, Это ваша главная миссия да. вашего проекта. Есть ли какие-то стереотипы, что выглядит вот легко с точки зрения бизнеса, но на самом деле это какие-то сложные вещи? Возможно, внутри какие-то бизнес-процессы. Мне кажется, что сейчас уже люди понимают, что это не просто организовать. Очень много нюансов, деталей. Вот. Собственно, поэтому, наверное, и у нас нет конкурента прямого, да, кто делает вот именно такие же форматы. То есть есть точечно от каких-то ресторанов или кто-то так же, вот как я, организует единожды, и больше не хочет с этим связываться. Кажется со стороны, что это супер легко, а вот вы правильно говорите, что есть сложности, не сложности, а вся эта организация, это, ну, это нелегко, это нужно учесть каждую деталь, чтобы удивить гостя. Это все настолько выверено. Есть чек-листы для подготовки к выходу для команды. Я, конечно, это все уже держу в голове, чтобы ничего не забыть. Бывают, конечно, ситуации, когда повар забыл какой-то соус или что-то еще, и нужно это все решать в процессе. Это очень интересно на самом деле. Я люблю такие сложности. Вот. Здесь основная задача, чтобы гость не почувствовал, ничего не понял. То есть, что вот нужно делать вид всегда, что все так, как должно Все под быть. контролем. Да, все под контролем, потому что они пришли отдохнуть, кайфануть, получить положительную эмоцию. Наша задача их окружить вниманием, заботой. Если мы видим, что им нужна, какой-то small talk, какой-то нужен, с ними проводить время. Вот, какие-то гости становятся нашими близкими друзьями, в том числе. Тоже обожаю за это наши проекты. Ну, действительно, есть у меня там сейчас на уме конкретно там 3-4 человека, которых я встретила именно, на борту катамарана. Оксана, у вас сейчас еще новое направление или оно не новое? Это вот путешествие на яхте в других странах в Европе. Путешествие на яхте в других странах — это тоже проект, который появился из ниоткуда, абсолютно неожиданно для меня. После сезона во Владивостоке обычно у меня, депрессивный месяц. Вот когда я сплю, ем и грущу об утраченном лете. Вот, и дофаминовая яма. В общем, я лежу в этой дофаминовой яме, страдаю, жду следующего лета. Перед корпоративами новогодними вот у меня есть, это время. И, у меня начинается бессонница на этом фоне. А сейчас я уже как-то вывела ее.
на другой уровень. Вот, но, в общем, у меня была бессонница, и я разговаривала со своим другом, переписывалась, который живет в Москве. Я ему говорю: "Андрей, мне так грустно, что-то мне так плохо, я не знаю, что делать, чем бы мне заняться". И он говорит: "Оксан, организуй поездку куда-нибудь в какую-нибудь теплую страну, съезди, развейся". И у нас общий друг Женя, капитан, вот с которым я сейчас, сотрудничаю в этом направлении. И Андрей ездил с ним в прошлом году в Таиланд. Ему очень сильно понравилось. Я позвонила Жене, он говорит: "Да, все, давай делать". И мы собрали быстро лодку единомышленников, провели наш первый совместный чартер в том году, в феврале. Затем была Турция, затем снова Таиланд уже 2 недели, и сейчас снова Турция. То есть это вот будет наш пятый юбилейный чартер. Вот. Я хочу наделить этот проект каким-то определенным смыслом. Основная идея — открыть людям ту или иную страну с воды. То есть это те места, куда ты на машине, на самолете не попадешь. Вот. В Турции мы сейчас пойдем по Ликийскому побережью. Осталось 2 места. Если что, можно, пожалуйста, это будут мужчины, потому что у меня сейчас 4 девушки, и нам нужна будет помощь при швартовках. Вот. При установке якоря, пожалуйста, парни, подключайтесь. Как-то, кстати, я заметила, что девушки более, как сказать, с большим энтузиазмом идут в такие приключения. Вот. У нас обычно там 70 на 30 парни, девушки в соотношении. Есть идеи, как его преобразовать, какими смыслами его наделить, чтобы отличаться от других организаторов туров, каких сейчас очень много. Хотелось бы, конечно, делать еще пешие, скажем так, туры. На Бали планируем в следующем году группу собрать, потому что я знаю, что там достаточно сложно путешествовать в одиночку. Это очень затратно с точки зрения финансов и ресурсов, особенно если ты не водишь байк или машину, потому что достопримечательности знаковые, все вот эти инстаграмные, они находятся очень далеко друг от друга, или вообще на другом острове. В общем, сейчас, у этого проекта просто форма, что знакомые люди, собираются вместе классно провести время. Вот. Не могу сказать, что я там тоже много денег зарабатываю. Мы там все вкидываем в призы на викторины, в какие-то флаги, в мерч для команды. Если я понимаю, что человек очень хочет, но он не может пока себе позволить, я ему в счет своей зарплаты с удовольствием сделаю скидку, потому что вот мне хочется просто делать это для благодарных людей. Хотелось бы еще провести вот. Ладно, так и быть, расскажу вам один план. Я уже приступила к его реализации. Хочу сделать регату для теннисистов, то есть объединить и яхтинг, и теннис. Хочется, чтобы люди поняли, что яхтинг — это несложно, это доступно, потому что есть такой стереотип, что это дорого, на это нужны миллионы, миллиарды, обязательно купить себе яхту, там всю экипировку и так далее. Обычно мы управляем яхтой просто в спортивных перчатках из спортзала, даже не в специальных, в шортах и босиком. Вот, поэтому тоже, да, идея показать, что яхтинг доступен. Потому что я в Владивостоке тоже его развивала, была маркетологом первый сезон "Базы силы ветра", и в целом пришла вот в спортивный яхтинг, таким образом. И это, конечно, потрясающий мир, великолепные люди, что вот море — это такой своеобразный фильтр. Там нет места нытикам. Все люди такие классные, амбициозные, очень идейные. Вот. Хочется сделать такое комьюнити. У нас ребята из прошлых поездок в чатиках до сих пор общаются друг между другом. Кто-то уже парочки образовал, кто-то стал вместе работать. Ребята ездят друг к другу в гости в разные города, там из Москвы в Питер, например. Ко мне девчонки прилетали во Владивосток в прошлом году. Я им город показывала. В общем, вся идея крутится вокруг людей, и чтобы им показывать, как прекрасна наша жизнь, наша планета. Вот. Очень крутой проект. Прям Присоединяйтесь. классный. В Да. ноябре летим на Сейшелы. На Имейте в разведку, виду. кстати. Отлично. Ну, тогда на такой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. Спасибо вам, Оксан, что пришли, выделили время. Да, Алён, большое спасибо вам тоже. Это для меня первый опыт. Вот, было очень приятно, с вами поделиться. Ставьте лайки, подписывайтесь и следите за нашими проектами.